Второй магический пас — переливание намерения в два энергетических кармана тела. Видящие Древней Мексики считали, что у людей есть три энергетических кармана. Один находится в области печени и желчного пузыря, другой в области поджелудочной железы и селезенки, третий в области почек и надпочечников. Эти три энергетических кармана являются резервуарами энергии. Видящие считали, что энергетический карман, находящийся справа, это центр, отвечающий за быстрые немедленные действия. Мешок слева, в районе поджелудочной железы, считался ими центром чувств. Третий энергетический мешок в области почек и надпочечников они считали центром, отвечающим за непрерывные и намеренные действия. После того, как мы притянули намерение, логично, что следующим действием будет заполнение двух передних энергетических карманов человеческого тела, как скопление энергетических полей. Отсюда и происходит название этого пасса — переливание намерения в два энергетических кармана тела. Они считали, что намерение должно предшествовать всему, что мы делаем. Для того, чтобы перейти из нашего биологического типа, мы сначала должны установить намерение сделать это, распределив намерение в два энергетических кармана, действующих на чувства и быстрые действия. Этот пас начинается с того, что мы постукиваем передней частью левой ступни по полу. Левая нога максимально вытягивается вперед, нога вытянута так, что остается параллельно правой ноге. Затем мы резко топаем пяткой по полу, пальцы ноги смотрят максимально вверх. Два раза топаем пятками, один раз левой ногой вместе с прыжком, второй раз правой ногой. В конце этого движения пальцы обоих ног оттянуты вверх и назад. Пальцы ног опускаются, руки резко идут к бедрам для того, чтобы содействовать позвоночнику и шее при резком повороте головы влево. Поворачивается только голова. Обе руки резко переходят с бедер в область печени и желчного пузыря, а также поджелудочной железы и селезенки. Левая рука идет максимально назад и описывает очень широкий круг, слева направо. Поворачивает вокруг тела и возвращается резким движением в область поджелудочной железы и селезенки, как если бы мы вставляли нож в ножны. Затем правая рука идет назад, как левая, и делает круг справа налево вокруг тела. Правая рука возвращается резким движением в область печени и желчного пузыря, как будто другой нож вкладывается в ножны. Глаза все время с яростью смотрят влево, в бесконечность. Теперь глаза с яростью смотрят в бесконечность вперед. Левая рука идет назад, как будто в руке невидимый нож, и рисует другую дугу слева вперед, возвращая затем нож в ножны. Правая рука повторяет то же движение. Когда оба невидимых ножа оказываются в своих ножнах, руки опускаются вниз. Правая нога максимально вытягивается вперед, постукиваем передней частью ступни, возвращаем обратно на один уровень с левой ногой, топаем один раз пяткой по полу, топаем еще раз вместе с прыжком, топаем левой ногой. Руки вновь идут на бедра для того, чтобы поддержать шею и позвоночник при быстром повороте головы вправо. Затем мы делаем несколько шагов, уходя прочь. Видящие считают, что энергия, рассеянная с правой стороны светящегося яйца, никоим образом не может быть использована для путешествия из нашего биологического типа к другому.